Я Саитова Рамиля, кандидат на должность главы Республики Башкортостан. Сегодня 29 июня 2019 года. Ко мне поступают многочисленные звонки с поддержкой, за которые я благодарна и решила снять это видео, чтобы пояснить, что сегодня случилось. Сегодня к 16 часам я должна была приехать на Торатау ЕН возле Шихана Торатау, который организован 5-м Всемирным Курултаем Башкир. И в рамках этого мероприятия мы планировали собрать Совет башкирских родов, чтобы решить вопрос об участии в муниципальных выборах. Ну и день начался со звонков и стука в дверь в 7:30 утра. Я не стала открывать, потому что, это уже известно, что обычно пытаются препятствовать. Но вот я не догадалась, что они меня будут ждать сидеть возле подъезда. Когда я вышла в 13:30, 2 машины меня ожидало. Было в них 5 работников правоохранительных органов, и которые предъявили мне повестку о немедленной явке на допрос свидетелем по уголовному делу. Какое уголовное дело, не пояснили, я до сих пор не знаю. Вот, Карипанов, следователь ФСБ, выписал эту повестку, а вот старший уполномоченный был Самсонов. Вот, и я сказала, что и написала на повестке, что режим труда и отдыха позволяет мне явиться не в субботу, выходной день, а в понедельник, что я и сделаю. Но они меня даже не слушали, сказали, что вот будут принудительно меня забирать. Я им ответила, что у меня охраняемый законом статус кандидата на должность главы Республики Башкортостан. Они ответили, что они это знают, но этот ответ уже звучал, когда они меня волокли в машину насильно, вот, и они меня вот заталкивая в машину, за голову, насильно же, и то есть мне показалось, что они повредили, но мне было очень больно, что повредили мне шейный позвонок. И когда мы подъехали к зданию ФСБ, я им сказала, что меня лучше не двигать, нужно вызвать скорую помощь. Я подозреваю, что вот у меня с шейным позвонком что-то не так. Вот. В ответ на это они меня просто силом выволокли и волокли вот до самого здания. Мне было очень больно, я кричала, они на это не обращали внимания. И уже вот в самом здании, как только вот они туда меня затащили, они меня резко бросили. Я поняла, что, видимо, они вспомнили, что ведется сплошная аудиосъемка вот в здании на входной группе. Вот, и они не знали, что со мной делать, они меня бросили и сказали, давай сама иди к следователю. Мне же было больно, и я лежала, плакала, закрыв лицо руками. И какой-то начальник их вышел, я его уже не видела, потому что мне было очень плохо. Он сказал, что пусть она здесь валяется до 6 вечера, пока мы не закроемся, когда вот закончится рабочий день, вы ее за руки, за ноги возьмете и выкинете на газон куда-нибудь подальше от здания ФСБ. Вот, но поскольку у меня тут уже начал звонить телефон, меня все начали искать, и я просила вызвать медика. Вот, они все-таки вызвали скорую помощь, и вот скорая помощь меня привезла вот в травмпункт. В травмпункте мне установили, что у меня там действительно что-то повреждено, по-моему, связки. Вот. Так, вот это то, что я хотела сказать. Значит, я прошу прощения у тех моих коллег, которые приехали на Торатау ЕН, на Совет башкирских родов, за то, что мне помешали явиться и участвовать в принятии решений по муниципальным выборам. Оцените, насколько эти муниципальные выборы важны, если мне мешали принимать эти решения вместе с вами. Вот, я выложила ВКонтакте и телефон, обращайтесь, то есть этот вопрос нам нужно в любом случае решить. Также я обращаюсь к Следственному комитету с просьбой обеспечить сохранность этих аудио-видеозаписей, которые в ФСБ, и установить заказчика, кому было выгодно не допустить меня до разрешения вопроса о муниципальных выборах и кому выгодно меня предотвратить мое участие в выборах главы Республики Башкортостан.